официальная политика в отношении гуманитарных наук такова, что все мы так или иначе, более или менее рефлексивно, но так или иначе осознаем, что происходит некоторый разрыв связей между гуманитарным мышлением, гуманитарной рефлексией и тем, что сегодня в социальных науках принято называть жизненным миром. Вот это расхождение связи, утрата связи между гуманитаристикой и жизненным миром, это то, что, очевидно, вызывает тревогу не только у профессиональных гуманитариев, специалистов социально-гуманитарного знания, но и у всякого образованного белоруса. В этом отношении, если обращаться к индивидуальному опыту, я думаю, что не буду уникальной, когда поделюсь вот такого рода ощущением своего рода фрустрированности, который наверняка испытывают белорусские гуманитарии, фрустрированности, которая провоцируется тем, что чем более интенсивно наши профессиональные кадры, позвольте мне это слово, чем более интенсивно они реализуют какие-то свои индивидуальные или коллективные исследовательские проекты, инициативы, акции, вот чем более высока, что ли, такая профессиональная амбиция наших исследовательских и образовательных проектов, тем более проблематичным выглядит релевантность наших усилий и наших инициатив, релевантность официальному символическому контексту. И, конечно, здесь эту ситуацию можно интерпретировать как такую невротическую, тревожную, можно много разных использовать понятий, но при всем при этом, и эта интуиция лежала в основании замысла этого цикла лекций, при всем при этом мы остаемся верными некоторой базовой интуиции, а именно нашей какой-то интуитивной уверенности в том, что гуманитаристика, тем не менее, остается или же может осуществиться как значимый ресурс трансформации нашего жизненного мира. Вот с этой задачей и с этой потребностью был задуман этот цикл лекций. И открывается этот цикл лекций специальной первой лекции под названием «Должны ли гуманитарные науки и искусство что-то значить сегодня?». И наш специальный гость, профессор Стэнфордского университета Ханс Ульрих Гумбрихт, человек исключительный во многих отношениях. Если говорить таким бюрократическим языком, то Ханс Ульрих Гумбрихт является профессором, по-нашему говоря, литературоведения. Да? Известен как теоретик литературы, аналитик культуры, но вот все эти определения, их можно, этот список можно достаточно долго продолжать, ни одно из них не схватывает способа, прицела, характера работы профессора Гумбрихта. В одном из своих интервью Ханс Ульрих Гумбрихт сам определил себя, или высказал намерение, быть a catalyst of intellectual complexity, катализатором интеллектуальной сложности. Это очень элегантное определение того, что мы часто на более бюрократическом академическом языке пытаемся выражать с помощью понятий междисциплинарности, трансдисциплинарности. Сегодня с лекцией перед нами выступает катализатор интеллектуальной сложности. Перед тем, как предоставить слово профессору Гумбрихту, я хочу отдельно и с особой признательностью поблагодарить Институт Гёте в городе Минске, при поддержке которого, благодаря поддержке которого сегодня происходит эта встреча. Переводить лекцию будет Александра Логвинова. И я очень надеюсь, что в конце выступления у нас состоится настоящая дискуссия. Let me begin by expressing a couple of things. In the first place, this is the first time I arrived this morning from Moscow, that I'm in your very, very beautiful and interesting city. There's a historian here, Sergei, who together with Tatiana and Sasha showed me a little bit of the city. And I was really, really impressed. I was also impressed to know how little I knew about Belarus and about Minsk. So I'm very, very thankful, Tatiana, and I'm very thankful to the Goethe Institute for the invitation. I'm very thankful that
my friend Sasha, who I met last year at Bern in Switzerland, will translate, which will not be an easy task. And I'm not only thankful, I'm floored and impressed that so many of you want to listen to me, that you don't even know me. I think it must have to do with the bad weather. I mean, it's so cold outside, you have nothing else to do. Я хотела начать выступление с благодарности. Это мой первый раз в Минске. Я приехала сюда прямо из Москвы. И сегодня с утра я провела небольшую экскурсию с Татьяной и со мной. Это очень интересный город. Я была в первую очередь впечатлена тем, как мало я знаю об этом месте. И я хотела высказать благодарность Татьяне и какому-то институту, который пригласили меня сюда, моему другу Саше, с которым мы познакомились в прошлом году в Берне, и который будет переводить свою лекцию, что не является далеко не самое легкое задание. И я, конечно же, очень поражен увидеть такую большую аудиторию сегодня здесь. Вы пришли меня послушать, хотя и не знаете меня, и я объясняю это плохой погодой на улице. Before I really begin, I have to say that, as some of you may know, I was born in Germany. I'm no longer a German citizen. I only have American citizenship. That might sound worse than German citizenship to you in Europe, but not to me. And I mean, facing here the word of eugenics in this documentation, I feel really bad, so I hope I can bracket out eugenics on this side and just look at you. Now, I think the most important thing is to start by saying how long this is going to be. I mean, Sasha and I are playing this by ear. It's very difficult. I had forgotten, or I had known until yesterday, that this would be with consecutive translation, so it's difficult to say how long this is going to be. I would say we try to aim to finish at 6:30, more or less, I mean, with the lecture, and that would give us half an hour of discussion. Я должен начать с того, перед тем, как начать лекцию, я должен заметить, что я был рожден в Германии, но больше не являюсь гражданином, я являюсь гражданином Америки, что для вас, вероятно, как европейцев, это звучит еще хуже, чем быть гражданином Германии. И я сижу, вижу этот бостовский гений, и надеюсь, чтобы мне это не попадало в глаза, и чтобы я мог концентрироваться на аудитории. Прежде чем начать, я, к сожалению, не могу точно сказать, сколько будет длиться лекция, поскольку параллельный перевод. Примерно лекция должна закончиться в 6:30, и это даст нам полчаса времени на дискуссию. Now, what I want to do is the following. I want to ask the question, and it's very much the question that Tatiana is asking, what the humanities can possibly contribute today, and in which form they can do that. So I'm not so much describing what the humanities are, but I try to develop an idea of what the humanities might be in the present-day context. And in order to characterize the present-day context, I will above all concentrate on what people call the digital condition or the electronic condition. Of course, our environment is not only the electronic condition, but this is what I will focus upon. The lecture will have the following parts. I will very, very briefly at the beginning say a couple of words about the history of the humanities that I believe began in the early 19th century. I will talk about the 19th century, a couple of sentences, 20th century, a couple of sentences. And then comes the first real part, and that part is trying to analyze the environment of the humanities. So in this first long part, I don't speak much about the humanities. I talk about our not only intellectual but existential environment. As I said, I will not exclusively talk about the electronic condition, about electronic technology, electronic environment, but this will be a main focus. And then in the second and main part, I'll try to describe this. I mean, if I say vision, I sound like the Pope or something like that, but this vision of the humanities, and I will do that along four concepts. The first concept is riskful thinking. The second concept is ivory tower. The third concept is contemplation, and of course I don't mean a religious contemplation, but secular contemplation. And the fourth concept is imagination. Я постараюсь ответить на вопрос, как было обозначено Татьяной в введении, что гуманитарные науки могут предложить сегодня в настоящем
в настоящем моменте, а не... Я не буду говорить о том, что такое гуманитарные науки. Под этим современным контекстом я имею в виду в первую очередь дигитальное состояние и электронное состояние. Моя лекция будет состоять из нескольких частей. Первая часть я немного затронула историю гуманитарных наук, которая, я полагаю, началась в 19 веке, я скажу пару слов о 19 веке, о 20 веке. Далее я приведу части о пространстве или поле гуманитарных наук, именно интеллектуальном или социальном пространстве гуманитарных наук. И далее я перейду к видению. Видению я, конечно, использую такой термин, представляю себя папой. Ни в коем случае я не с этим намерением использую подобный термин. Я буду говорить о видении в гуманитарных науках в связи с 4 основными концепциями. Рискованное мышление, башни и слоновой кости, созерцание не религиозное, а секулярное. What was the last vision? Imagination. И воображение. Okay, do you think this rhythm works out for you? I mean, of course, for those who understand English, it's a little bit boring to get a translation, but I would love to be able to understand it. And I also apologize for not speaking not only Belarusian, not even Russian. That is very shameful. Этот ритм вам подходит, поскольку я понимаю, что для тех, кто понимает по-английски, это, возможно, немножко скучно иметь параллельный перевод, но, к сожалению, я не говорю ни по-белорусски, ни по-русски, поэтому скажите, если вам нормально в таком ритме. If it's really bad, I could speak Portuguese or something like that, but that wouldn't help. So. Я могу говорить по-португальски, но вряд ли это поможет. Okay, 19th century, very briefly. Here's my basic thesis about the 19th century. When I talk about the humanities, I talk about an academic institution. And as an academic institution, the humanities, or as we say in the United States, the humanities and arts, or as people say in Germany, die Geisteswissenschaften, did not exist before the 19th century. And it is even a stranger story because the Geisteswissenschaften as a structure, a configuration, or a network of disciplines only came into being in the 1890s for the first time at the University zu Berlin, today the Humboldt-Universität in Berlin. But my hypothesis is that the humanities pre-existed in individual disciplines, that network. So that from the second decade of the 19th century on, there were certain disciplines that one could call the humanities. And that these disciplines, and that is the strange thing, had their golden age in the 19th century. So you could say the humanities avant la lettre, before they really became the humanities, had their most glorious and most influential time. And to make a long story short, and I'm quoting an eminent predecessor, a literary theorist, you may know the name Wolfgang Iser. Wolfgang Iser once said, for a society like the 19th century bourgeois society, in which culture took over more and more the function of religion, the humanities in the 19th century functioned like a theology. Is that too much? In Russian you will get the shorter version, even the shorter version of the short version. Мой взгляд заключается в том, что гуманитарные, то есть говорит вначале о 19 веке, о том, что гуманитарные науки, то, как их понимают в академических институциях, в Штатах, их называют humanities and arts, гуманитарные науки и искусство. В дискуссии немецком это Geisteswissenschaften, гуманитарные науки, понимаемые как в первую очередь network определенных дисциплин или знаний. И главное здесь заключается в том, что до XIX века гуманитарные науки в таком понимании не существовали. Но и официально считается, что их начало относится к 1890 годам в Берлине в университете Гумбольдта. Но при этом гипотеза профессора Гумбольдта заключается в том, что гуманитарные науки существовали до этого в индивидуальных дисциплинах. И во второй декаде 19 века можно говорить о том, что некоторые дисциплины уже можно было называть гуманитарными науками.
И более того, в этот период они пережили свой золотой век. И гуманитарные науки то есть до своего становления, институционального становления, пережили самое влиятельное время. И цитируя известного литературоведа Вольфганга Рисера, он говорил о том, что для буржуазного общества XIX века, для которого культура брала с собой в себя религиозность и религиозную функцию, гуманитарные науки служили в качестве теологии. Yeah, that translation sounded very convincing to me. Это звучало очень убедительно. 20th century. So there was a dean, a philosopher at Berlin who in the 1890s founded the humanities officially as Geisteswissenschaften. The same thing happened in France, in North America, and England around the same time. His name was Wilhelm Dilthey. Now, what is very clear from that foundation is that it was a foundation out of a feeling of weakness vis-à-vis the natural sciences. Yeah, the natural sciences in the late 19th century were very popular. They were very much what today's engineering. They invented things all the time. So it was really the initiative of the humanities to separate from the natural sciences. And I think that gave the humanities a birth trauma that Georg Lukács once described as Weltverlust. Yeah? I mean, the humanities are born with the feeling that already in their birth, as a network of disciplines, they had lost the contact with the real world. I think this trauma is the reason for something very paradoxical, namely for the fact that humanists always want to be very political. You could ask, I mean, if you choose to study and to teach and to do research in literature, in philosophy, in art history, I mean, you're further away from politics than in any other profession. But strangely enough, humanists always want to be very political. And I think it has to do with this birth trauma, with this feeling that the humanities had lost from their birth on the contact with the quote-unquote real world. So you could say that paradoxically, that's the second paradox, during the 20th century, the humanities do exist as an institution, as an academic institution, as a network, but they largely live on their crisis discourse. Yeah? Talking about the crisis all the time is a way to keep the humanities alive. So they're really, I mean, as you all know, there are certain people, I hope I'm not one of them, whose specialization is to talk about the crisis of the humanities and to thus keep the humanities alive. В 20 веке декан философии основал гуманитарные науки как Geisteswissenschaften, как гуманитарные науки в Германии, это был Вильгельм Дильтей. Главным образом, то, как гуманитарные науки зародились институционально, напрямую зависело от их слабости визави natural sciences, естественные науки, которые в наших реальностях могут быть поняты как инженерия. Эта инициатива отделиться от натуральных наук дала начало тому, что можно назвать травмой рождения, или то, что, как Георг Лукач назвал, Weltverlust, или утрата мира. Эта утеря контакта с реальным миром, понятая и переживаемая гуманитарными науками как травма, привела к такому интересному парадоксу в том, что сегодня, и впрочем и тогда, гуманитарии всегда стремились быть очень политичными, потому что гуманитарные науки по себе максимально далеки от политики. Вероятно, вот эта травма и дистанция с реальным миром ведет к тому, что гуманитарии стремятся быть максимально политичными. И именно вот это чувство рождено из чувства утраты связи с реальным миром. И парадоксальным образом, хотя в 20 веке гуманитарные науки существуют как институт, институционально зафиксированы, они существуют через дискурс кризиса. И постоянно, вам наверняка известно, гуманитарии говорят о том, в каком кризисе они находятся. И именно этот бесконечный дискурс о кризисе
держит и позволяет гуманитарным наукам жить. И, к сожалению, есть люди, которые надеюсь, вы не относятся к ним, в общем, чьей профессиональная деятельность заключается в том, чтобы говорить, кому где находятся гуманитарные науки. И таким образом поддерживать жизнь. I feel more and more like I understand Belarusian. But anyway, so very briefly, one could characterize the trajectory of the humanities during the 20th century in 4 stages, in 4 chapters. You could also describe it in 40 chapters and 400 chapters, but I'll just give you 4. I think the first 2 decades, especially the first 3 decades, especially the 1920s, are characterized by an enormous experimental productivity. So this feeling that the humanities had lost the contact with the world also gave them a certain ambition that they had to search for new possibilities. Yeah? I'm not the greatest fan of Walter Benjamin, but he is a figure in that sense. Yeah? Benjamin in the 20s clearly is not happy with the legacy of this discipline. I mean, he's also not happy in the academic context. He doesn't get promoted to become a professor, but he's very experimental, so he's a typical figure. The second stage is that in the Soviet Union, and much worse, in Germany, there is something you could call the original sin of the humanities. Yeah? The humanities become completely ideological. There is a volume in Germany that's called Von deutscher Art in Sprache und Dichtung, of German essence in language and poetry, to which the most eminent Germanists of the 1930s and 1940s contributed to prove racial superiority of Germany. And this volume was actually produced for those officers of the German Wehrmacht that invaded, among other places of the world, your country. So this is really an original sin. I think the situation in the Soviet Union was not quite as bad, but structurally comparable, without any doubt. I mean, this may not be something that people like to hear in Belarus, but I think it could be proved. That means that the mid-20th century, at least in the Western countries, is characterized by a situation that one could metaphorically call a hangover situation. A hangover situation. The humanities of the late 40s, 50s, early 60s are very minimalistic. Yeah? They concentrate on something like new criticism. In Germany you call it immanente Interpretation. They concentrate exclusively on text tendentially because they don't want to get contaminated by ideologies, by politics, etc., etc. This is followed by an enormously productive, enormously explosive stage of theory production in the second half of the 20th century, from the late 1950s on up into the 1990s. I will not follow all the new trends, new paradigm changes, but it was enormously productive. And strangely, I mean, one could explain that if one had more time. Literary theory, literary studies, my discipline, had nothing to do with me, became the stage of these innovations in the humanities. You could say that Derrida, for example, or Foucault would never make it as internationally big if they had not produced such an enormous resonance in literary theory. Okay. Что касается траектории 21 века, ее можно разбить на 4 категории. Первая относится к 2-3 декадам на столетие 1920-е годы, это время экспериментальной продуктивности. Вот это состояние утраты контакта с реальным миром привело к необходимости экспериментов и поисков новых возможностей для гуманитарных наук. Одна из ключевых фигур здесь, хотя я не являюсь его фанатом, Вальтер Беньямин, который был, в общем-то, недоволен и гуманитаристикой, и своим собственным профессиональным путем, поскольку он не получил место профессора, но при этом он был невероятным экспериментатором, и он является как раз символической фигурой вот этого периода становления и экспериментальной продуктивности. Второй период можно назвать как, в общем-то, греховный, как первородный период греха, поскольку и здесь мы можем провести некоторую параллель с Советским Союзом, поскольку, как известно, в Германии
Гуманитарные науки стали идеологическими и были использованы в немецком дискурсе для того, чтобы, например, доказать рациональное превосходство немецкой нации. И, конечно, наверняка в Советском Союзе эти процессы происходили несколько иначе. Вот эта идеологичность гуманитарных наук прослеживается в этих двух параллелях. Третий период на Западе можно назвать промежной ситуацией. Это 40-е, 50-е, возможно, начало 60-х годов. Минимализма в гуманитарных науках. Это то время, когда на сцену приходит новая критика, new criticism, и то, что в немецком называется внутренняя интерпретация. То есть это максимальная фокусировка на тексте и попытка избавиться от любого идеологического влияния при работе с текстами. И, наконец, четвертый период можно назвать таким взрывной стадией теоретической прогрессивности. Это конец 50-х годов, и этот период длился вплоть до начала 90-х. И любопытным образом, это именно то время, когда литературные исследования, сфера, к которой, в общем-то, я особенно не отношусь, стала сценой для невероятных инноваций в гуманитарных науках. И стоит ли говорить, что, например, Derrida и Фуко ни за что бы не произвели такого важного теоретического вклада, если бы не работали в сфере и на материале литературы. Now, what is strange is that after all these paradigm changes, so structuralism in the late 50s, neo-Marxism, neo-Freudianism in the 60s, reception theory, deconstruction, constructivism, neo-historicism, gender theory, identity theory, and so on, all of a sudden, this explosive theory production stops in the 1990s internationally. I mean, you may not have noticed that so much in Belarus because I assume, unfortunately, that Belarus conceives of itself as a country not in the center of Europe or not in the center of North America, to be on the periphery, and you are, as we are saying in America, on the receiving end. But the productivity, in this sense, really stopped in the 1990s. I'm not saying that the quality of the work done in the humanities today is worse than, let's say, in the 1970s or 1980s. I actually believe that the average quality of a doctoral dissertation today is much higher than when I wrote my doctoral dissertation. I became a doctor in 1971. I think the average quality is much, much higher today, but this explosivity all of a sudden stops. In the second place, we have to say that worldwide, the number of students enrolling in the humanities is going dramatically down. It is much, much lower than what it used to be after this expansion in the 1970s and 1980s. Finally, I think also that the status of the humanities in your country seems to be a smashing example. The status of the humanities vis-à-vis politics, but also vis-à-vis the public sphere, vis-à-vis the legendary erudite reader, is really in decadence. So the humanities are today in a very precarious situation, and I believe the only modality to do something for the survival of the humanities is to face the possibility that they might disappear. Yeah, I mean, I think, you know, sometimes people act as if the world would go under if the humanities disappear. No. I mean, if the humanities disappear tomorrow, very few people would know about it outside the humanities. So, humanities in crisis on top of things, to make the situation worse, this technology emerged, electronic technology. Yeah, I mean, let me say one thing about the status of electronic technology that has clearly changed the status of humanities. Let me say something about technologies in general. I mean, of course, this could be an entire lecture, but I want to make one remark. I agree with an eminent French anthropologist, I don't know whether you know his name, André Leroi-Gourhan, Leroi-Gourhan, André Leroi-Gourhan, who once said that human culture in general
is the continuation of biological evolution of the human species with different means, accelerated modality of human evolution with different means, and that technology is the most accelerated way of continuing human evolution with different means. But that implies that much less than we think, we don't have agency really on and about technological innovations. We normally live with the illusions as humankind that we invent technological devices when we most need them. But that is absolutely not the case. Nobody needed nuclear weapons, but they were invented, and now they are around, and we cannot get rid of them. In the same mood, I think, although I'm living in Silicon Valley, that nobody necessarily needed electronic communication. Today everybody needs it, because if you don't have a cell phone, you get very hectic. Believe it or not, I don't possess a cell phone, and I'm still alive. But we have that feeling that we absolutely need it, but we don't. But these technological innovations are not under control, are not under our control, and they can do damage to existing institutions that we don't control either. And in that sense, I do think that we have, as humanities, a problematic relationship with electronic technology. I don't want to criticize electronic technology at large. I'm just saying it has profoundly changed the situation of the humanities in a moment when the humanities were in a precarious situation anyway. Even without the rise of electronic technology, the humanities would have been in a very precarious situation from the 1990s on. And I think all things taken together, electronic technology made it even worse. You sounded like you dropped this in protest. О гуманитарных науках в кризисе, то, что сделало, конечно, усугубило этот кризис, это, конечно же, возникновение электронных технологий, которые в корне поменяли статус гуманитарных наук. И здесь я бы хотела буквально один момент, потому что не говорить о электронных технологиях, поскольку это материал для отдельной лекции. И я бы хотела согласиться с французским антропологом Ле Гурам, который говорил о том, что, который понимал человечество как культуру, развивающуюся, чья генетическая культура развивается как биологическая вариация. И в этом смысле технологии позволили этому развиваться еще более сильнее и двигаться в этом направлении более стремительно. Но при этом у нас нет никакой власти над этими технологиями. И хотя многие верят, что мы создаем то, что нам необходимо, опыт подсказывает совершенно другое. Мы изобрели ядерное оружие, которое нам совершенно не нужно, теперь мы не знаем, как от него избавиться. Или, например, Силиконовая долина. Я живу в Силиконовой долине. И многие считают, что нам нужна электронная коммуникация. И, конечно, сейчас мы не можем представить себе нашу жизнь в электронной коммуникации, хотя реально мы смотрели телефон и пока не умеем. Но дело в том, что мы создаем что-то и чувствуем о том, что нам это надо, но на самом деле нужны первоначально нет в этих изобретениях. И как раз таки речь об этом идет о том, что мы на самом деле не имеем контроля над технологиями, над этими технологиями, которые именно за отсутствием контроля приносят вред и в том числе проблематизируют гуманитарные науки. И я бы не хотела критиковать технологии, а лишь подчеркнуть, что они радикальным образом изменили гуманитарные науки, состояние гуманитарных наук, которые уже до этого, с 90-х годов, находились в очень шаткой ситуации. Okay, now I want to describe a couple of conditions where electronic technology has influenced the humanities or our environment at large. This is not all about the humanities, but it is about, let's say, sectors and phenomena in society that are relevant for the humanities. Я бы хотела описать несколько примеров технологий, когда технологии повлияли на гуманитарные науки и на нашу среду в целом, на сколько еще гуманитарных наук, на окружении, в котором мы живем. Basically, I want to describe four, but
according to the time, I mean, I have actually 6, but as it's already late 4, so let's see, and we don't have to translate that. The first one is, what has profoundly changed, and we don't know that yet, is the status of knowledge and erudition. Yeah? I mean, Ernst Robert Curtius, an eminent specialist of Romance literatures, said in 1950, the only theory I know, the only qualification for a humanist I know is to know much. That is no longer true, because your laptops all know more than you. Yeah, if you handle your laptop well, you don't know the name of an author, you don't find a quote, etc., etc. You find it easily. I mean, is that good or bad? I think it's basically good, because, I mean, I've never believed so much, you know, depending on memory all the time. But the status of knowledge, of having much knowledge, has profoundly changed. And with that, the function of the humanities as text and knowledge curatorship has changed. I mean, philology, for example, text preservation, the condition of philology has profoundly changed with electronic tools, with electronic technology. I'm not terribly excited about that. I've never done philology myself, but it has changed. I mean, text curatorship can be done in much less time today, so we can say that one function of the humanities, a function that had predated the humanities since the Library of Alexandria, that had been existing for more than 2,000 years very successfully. It still exists, but it can no longer justify the existence of the humanities. Yeah? I mean, text curatorship, preservation of knowledge, making knowledge available is something that functions well electronically and that has clearly changed the shape of the humanities. Первый пример заключается в фундаментальное изменение статуса знания и эрудиции. Если в XIX веке гуманитарная наука говорили о том, что это в первую очередь количество того, что ты знаешь, то, безусловно, с электронными технологиями, с компьютерами это радикально поменялось. Сказать, насколько это хорошо или это плохо, однозначно невозможно. Возможно, здесь есть и позитивный эффект, поскольку можно больше не полагаться на память, и, безусловно, это повлияло на различные процессы кураторства текстов и того, что называется кураторством знаний. Это происходит, разумеется, это происходит быстрее, и в этом заключается позитивный эффект. Но вот это изменение статуса знаний и эрудиции говорит о том, что первичная функция гуманитарных наук, которая существовала со времен библиотеки в Александрии и существует более 2000 лет, она больше не оправдывает существование гуманитарных наук, поскольку вот эта необходимость кураторства текстов, сохранения и познания их больше теперь принадлежит в пользу технологий. The second condition doesn't have directly to do with humanities, but I think it is important. I think today, at least in the highly industrialized countries, not only in our profession, the academic profession, but in most professions, we spend our days in a fusion between software and consciousness. Yeah? I mean, in most professions today, for example, I was working for VW, for Volkswagen for a certain time to try and invent a university. For them it never happened. So they showed us through the factory, a VW factory. Nobody is there producing cars. I mean, the cars are produced automatically, and people whom they call workers are standing in front of screens. And if something happens, they hit a key. Yeah? So we spend our everyday, in most professions today, increasingly in a fusion between software and consciousness. And that means that the body, the senses, the soma, become more and more dysfunctional, and this is another paradox, to the degree that they become dysfunctional, they become objects of desire. We talk more about the body, we talk more about diets, we talk more about jogging, etc., than ever before, but at the same time, and because our life is a completely Cartesian life, is a life in the sense of I think, therefore I am, is a life in which
consciousness and thinking is synonymous with human existence. Второй пример касается даже не столько напрямую гуманитарных наук. В высокоразвитых индустриальных странах большинство профессионалов, далеко не только академиков, живут в этом слиянии между технологическим приложением и сознанием. Я какое-то время работала на Volkswagen, пытался на проектном создании университета, который так никогда и не был осуществлен, но нам показывали фабрики Volkswagen, и там люди не собирают машины, все происходит автоматически, в то время как люди стоят перед экранами. И вот это слияние между техническим приложением и сознанием, это то состояние, в котором находится большинство профессионалов сегодня. И это ведет к тому, что наше тело, чувства, наша сома абсолютно дисфункционируется. И парадоксальным образом вот эта дисфункциональность, телесная дисфункциональность приходит к тому, что тело и чувства становятся объектом желания. Сегодня мы говорим о них так много, как никогда раньше, и это связано именно с тем, что мы живем в этом почти что картезианском модусе, когда я мыслю, следовательно, я существую, оно привязано к этой связке нашего сознания и мысления, и этого материального модуса. So I've just decided I will give you 4 of those conditions that have changed under electronic influence. So far we have talked about the change of the status of knowledge. It has clearly changed, you all know it. We have secondly talked about the consequences of this fusion, this permanent fusion between software and consciousness. And I want to thirdly talk, and this is going to be your main challenge, that is for me the most interesting part, but also the most difficult part, from the transformation of our everyday world that we used to experience as a field of contingency, into what I will describe a universe of contingency. So the third description, it's all under electronic condition, will be the transformation of our everyday from a field of contingency, ein Feld der Kontingenz, into a universe of contingency. And I hit the brake and you translate that. Итак, я повторюсь, я говорю о 4 состояниях, которые были изменены вот этим введением электронной технологии. Первое, как уже говорилось, это изменение статуса сознания. Второе, это слияние между технологическим приложением и сознанием. И третье, о котором я буду говорить сейчас, самое сложное, но и самое интересное, это вот эта трансформация в нашем повседневном мире, которую мы воспринимали как пространство случайностей, и вот трансформация восприятия повседневного мира как поле случайности в вселенную случайности. Okay, now comes the challenge. When I say that since the late 18th century, our everyday appears as a field of contingency, I mean that most everyday phenomena have a plurality of interpretations. You can interpret them in different ways. They also have a plurality of functions. That is what I'm referring to by the English word contingency, which is not quite correct. I mean, it is really the meaning of the German word Kontingenz, but you know what I'm referring to. So most phenomena are multi-perspectival, multifunctional, and so forth and so forth. But when I'm saying it's a field of contingency, I mean that this field is surrounded by certain things that you consider necessary and other things that you consider impossible. So necessary are things that do not have multiple interpretations. Necessary are things that are not polyperspectival, and on the other side, impossible are things that we can imagine, but we never believe they can become real. В конце 18, когда я не могу объяснить понятие, в конце 18 века, это как раз когда появляется это понятие поля случайностей, которое под ним понимается возможность интерпретации и возможность функций. Что касается случайности, contingency, конечно, английское слово не совсем буквально передает вот это понятие, в то время как немецкое контингенц гораздо более четко схватывает вот это возможное разнообразие интерпретаций.
В то же время, когда я говорю про поле, fields, я имею в виду в том, что вот эти возможности окружены окружены двумя вещами. Вещами необходимыми и вещами невозможными. Необходимые вещи – это вещи, которые не имеют множества интерпретаций. Is that clear? Невозможные вещи – это вещи, которые невозможно представить, и которые никто не верил в том, что они могут стать реальными. Okay, so far it's all okay. Now, when I'm saying we are now increasingly living in a universe of contingency, I mean that these two cushions, yeah, necessity on the one side and impossibility on the other side, largely due to electronic computational capacities, are slowly disappearing. Let me give you one example on the side of necessity or fate. Until not more than 10 or 15 years ago, the sex, and I mean the sex as a physical condition into which you were born was fate, was necessary. Yeah? You were born with female genitals, and however much you wanted to be a man, there was not much of a possibility of becoming a man. Yeah? Today, you can at least dream of transsexual surgery, and you can dream that transsexual surgery one day may become successful. Yeah? And this is becoming, I don't know about Belarus, but this is becoming a reality. And it's a good thing, of course. On the other hand, to give you one example of something that traditionally was impossible. You could imagine that, but it was not regarded to be possible. And that is eternal life in the physical sense. Yeah? So we could dream of eternal life because only God is eternal. Today, as you may know, eternal life physically has become a research project for medical schools, for medical research. Whether it will ever happen, we do not know. But it is no longer an impossibility. Now, the point that I want to make is that this transformation of necessity in contingency and of impossibility of contingency is absolutely beautiful. These are huge conquests. These are conquests of human freedom. But at the same time, I believe that in our everyday life, they are over-complex, they are too much, and they explain, perhaps, that at least in the industrialized world, we feel that we are not only in a political crisis, and boy, are we in a political crisis in the United States after the election of Trump, but we are also, for very different reasons, in a deep and profound existential crisis. You get my point about the ambiguity. I'm not saying that gender transformation is bad, of course it's fantastic. I'm not saying that, I don't know, eternal life, I don't find that very interesting, but for some people it's the fulfillment of their dream, that's great, if people can finance it. But it is too much. We may have too much to choose from. Говоря теперь противовес о универсуме случайностей, стоит заметить, что вот эти два поля, которые окружали поле случайностей, а именно необходимость и невозможность, они в контексте электронных технологий и возможностей, они исчезают. И чтобы привести пример, я рассказала о двух вещах, как исчезает вот это измерение необходимости. Например, ранее, в 18 веке вы родились мужчиной или женщиной, это было воспринято как судьба. Невозможно было даже желание принять гениталии просто не имело места быть, и пол был принят именно в категориях судьбы. Разумеется, сегодня можно говорить о желании провести транссексуальную операцию и надеяться на то, что когда-нибудь человек, который испытывает такое желание, обретет пол, который он хочет. И, безусловно, это позитивная вещь, потому что люди могут сегодня желать и добиться таких эффектов. Что касается измерения невозможности, традиционно всегда невозможно было думать о вечной физической жизни. Только Бог мог быть вечным. Сегодня возможность продлевать жизнь, возможность вечной физической жизни – это исследовательский проект большинства медицинских институтов. И мы не можем сказать
насколько это будет возможно, получится ли у них, но это уже абсолютно выпало из этой среды невозможного. И еще раз я бы хотела подчеркнуть двойственность этого процесса трансформации необходимого и невозможного. Конечно, эти трансформации имеют свое позитивное начало, как, например, в примере о перемене пола, но следует заметить, что в целом они очень сложные, и отмена или исчезновение этих трансформаций предлагают слишком много. И исчезновение этих понятий говорит скорее о том, что о глубоком экзистенциальном кризисе, в котором мы находимся сегодня. Before I continue, I think she's doing such a good job. I want to. Okay, now I'll try to develop 4 concepts that could help in such a situation. In the first place, I think perhaps the entire academic system, but certainly the humanities and arts, should not be about giving solutions. Yeah, I mean, I have to say, when people say the humanities produce ethics, I'm always getting very suspicious, because I think, who am I to tell people how to lead their lives? I have more than enough to do with my own individual life, so I don't feel qualified to produce ethics. But sometimes also, you know, when you hear about ethics, it's really banal. Don't spit into the face of old people, for example. Oh, I can continue. Now, what should the humanities be? Я приведу 4 концепции, чтобы помочь с этим понятием гуманитарных наук, которые работают с этим вопросом. Первое касается моего понимания того, что вся академическая система, в том числе гуманитарные науки и искусство, не должны работать в перспективе предложения каких-то решений. Я часто встречала такую позицию, что гуманитарные науки должны производить этику, и я не разделяю это мнение, потому что я думаю, кто я такой, и я не квалифицирован давать ответы на такие вопросы, мне хватает своей жизни. Или в том случае, когда гуманитарные науки действительно производят этику, это очень часто довольно банальные и поверхностные высказывания. So I think the main vocation of the humanities has perhaps always been and should be for the future to make our vision of the world more complex. In that sense, I want to be a catalyst of complexity. Not only more complex, but also more complicated. Yeah? I think that should be what the humanities, to use a distinction invented by a German philosopher, should not reduce complexity. Whenever you tell people you have to do this or that, then you reduce complexity. There are many possibilities, you can only choose one. No, they should make the world more complex. In Californian English, you say the humanities should try to think outside the box. Yeah? Now, I call this thinking outside the box riskful thinking. And is it okay, Sasha, if I try to explain why? No, wait. Okay. То, чем должны заниматься гуманитарные науки, всегда, до этого должны были, в общем-то, и в будущем должны заниматься, это делать зрение или видение более сложным. Не редуцировать сложность, как это зачастую происходит сегодня, а наоборот, делать мир и более сложным. То, как выражается на калифорнийском английском, мыслить за пределами коробки, буквально выражать. И подобное мышление я называю рискованным мышлением. Okay. To give you 2 examples. One example has nothing to do with the humanities. Why do I call it riskful thinking? Because this higher complexity, these ideas that are thinking outside the box, oftentimes do not fit into the existing social world. To give you one example, so, you know, I look at Tatiana, and at this point she looks kind of friendly, but if in the next 5 minutes her face turns into a painful face, and I'm asking her, are you really feeling a pain? And she says, yes, I'm feeling terrible pain in my lower stomach. And then we bring a doctor here, or bring her to emergency. Oh my God, this is appendicitis on the verge to peritonitis. And we put her into a helicopter and fly her to a hospital, and she gets anesthesia.
and while the surgeon is giving her anesthesia, says, "You are so lucky. This is the first time that I will try a new methodology for appendicitis surgery." You don't want to be in this situation, right? You don't want to be in this situation, but you want to be, we want one place in society to exist where experiments can made about surgery, but you don't want this to happen when you are lying there and are the patient. The second example that I want to give you is completely about the humanities, and it's not invented. It is a real example, and that was about the first and only visiting professorship that Jacques Derrida ever had in Germany. I've never been a great Derrida fan, but I think this is a beautiful anecdote about riskful thinking. So I'm always saying as a joke, in Germany every other year is a Heidegger crisis year. Yeah, even years are Heidegger crisis years, and uneven years are non-Heidegger crisis years, because in uneven years Germans forget that Heidegger was a Nazi, and in even years they rediscover that he was a Nazi. So this was a Heidegger crisis year, and Derrida, as he always did, was talking of Heidegger as the greatest philosopher of the 20th century. And then a young student interrupted him and said, "Professor Derrida, do you not realize that Heidegger was entangled with Nazism? How can you call him the greatest philosopher of the 20th century?" And then Derrida gave an answer that I think was the most beautiful example of riskful thinking. He said, "Mon très cher jeune ami, of course I know that Heidegger was a Nazi, that is no question. The real question is whether Heidegger could have been the greatest philosopher of the 20th century without having been a Nazi." And then he immediately added, "I of course hope that the answer is yes, that he would have been even better as a philosopher without having been a Nazi. But there must be one place in society where the complexifying question is allowed, whether it was a condition for him to be an important philosopher, to be a Nazi." Я приведу здесь два примера рискованного мышления. Первый, может быть, даже не касается гуманитарных наук, и как раз это связано с безусловностью и мышлением за пределами коробки. И пример связан с тем, насколько иногда это мышление не вписывается в рамки социального мира. Например, смотрите на друзьянку, которая сейчас выглядит нормально, но представьте, что через 5 минут она идет за болью, и мы спросим, что происходит, и она скажет, что у нее болит желудок, и мы вызовем скорую, самолет прилетит, заберет ее в больницу, и выяснится, что у нее ужасный аппендицит, и врач скажет, что «О, я как раз знаю новую методологию, давайте попробуем на вас». И наверняка она окажется, или любой из вас оказался, поскольку мы очень заинтересованы в новых технологиях, но только не тогда, когда они касаются нас. И никто не хотел, и мы согласны о том, что мы хотим для того, чтобы существовало место, где новые технологии должны испытываться, но мы не хотим сами оказываться в этой ситуации. Второй пример касается гуманитарных наук, и он реальный, не выдуманный, и он касается первой и единственного случая, когда Derrida был гостящим профессором в Германии. И, в общем, это касается тоже одного старого анекдота о позиции Хайдеггера в Германии, когда когда невысокосный год, они связаны с кризисом позиции фигуры Хайдеггера, а невысокосный наоборот, поскольку якобы анекдот гласит о том, что в невысокосный год немцы вспоминают, что немцы забывают о том, что Хайдеггер принадлежал нацизму. И, в общем, Derrida как-то попал в это время, читал лекцию, которая была посвящена тому, насколько Хайдеггер великолепный, выдающийся немецкий мыслитель. И тут его студентка спросила, что как же можно о нем говорить в таких терминах, если он был нацистом. На что Derrida ответил, и это является красивым примером рискованного мышления, потому что да, конечно, я знаю, что он был нацистом, но настоящий вопрос заключается в том, стал бы он настолько великолепным и выдающимся философом, если бы он не был нацистом. И в этом ходу, в этом усложнении и заключается рискованное мышление, о том, что
должно быть пространство, где это усложнение разрешено и приводит к новой аргументации и к возникновению новых, более сложных вопросов. Okay, so I hope you have an impression of what I mean when I say the vocation of the humanities should be riskful thinking. Now, I think secondly, a condition for the possibility of riskful thinking is that the humanities indeed are to a certain degree separated from the society. Yeah, I know that when you talk about the ivory tower, that is always a negative metaphor. It is a criticism of the humanities, that the humanities are self-contained, that they're not political, that they're not outgoing, etc., etc. But I think that in order for the humanities to be able to be the place of riskful thinking, it is good that there exists a certain separation. I don't think that this discussion about Heidegger being the greatest philosopher, maybe because he was a Nazi, would be a good discussion for elementary school and high school. But there has to be one place in society where even this question can be discussed. And in that sense, and this is the short thing I want to say about the ivory tower, you could say that the closure of a system, that us being here among ourselves, so to speak, among humanists, is a condition for openness. Because if you're completely open all the time, then you don't have an identity, then you don't have a form. So while I think that ultimately, of course, the humanities should try to have a social function, I think they are better and more efficient in their social function if they do not constantly try to think about being political. Говоря об условиях для рискованного мышления, стоит сказать, что одним из таких условий является отделение гуманитарных наук. И об этом отделении обычно говорят как у башни слоновой кости. И гуманитарные науки обвиняют в том, что они не политичные, не связаны с внешним миром. Но я как раз таки считаю, что это скорее позитивный момент, и о том, что должно быть место для такого отделения. Опять-таки, пример, такая дискуссия о Хайдегере, о том, мог бы быть, стал бы он великим философом, если бы не был нацизмом, это не самая подходящая дискуссия для начальной школы или средних классов, но при этом должно быть место, и это место должно быть отделено, и такие вещи должны обсуждаться. Я считаю, что как раз-таки закрытая система является условием ее открытости, поскольку если бы это была абсолютно изначально открытая система, у нас бы не было ни индивидуальности, ни формы. Именно закрытость позволяет удерживать эту идентичность. Да, гуманитарные науки должны иметь социальную функцию, но это, опять-таки, возможно именно с позиции закрытости. Okay, so we have 2 out of 4 concepts with which I want to characterize the humanities. I think, get the impression from your faces that you have understood, maybe you disagree with me, what riskful thinking means, and why I think the ivory tower is a positive thing, is a necessary thing. The third concept that I will not need much time to describe it is central for me. And that is secular contemplation. And I'm saying secular contemplation because we associate normally contemplation with religious thinking. Yeah? And I have nothing on earth against religious thinking. I don't go to church personally, that's okay. But I want to insist that this doesn't have a religious connotation. This is secular contemplation. Now, my point is that we should not talk about research in the humanities. I think research is a false and problematic analogy to what is going on in the classical sciences, in physics, in chemistry, in biology, and also in engineering. I think what we are doing is much better described by contemplation. Now, what do I mean by contemplation? I mean 3 things. До этого я сказала, есть 4 характеристики гуманитарных наук, рискованное мышление и башня слоновой кости как позитивный феномен. Третья позиция касается того, что я называю секулярным созерцанием. Я подчеркиваю понятие секулярным, поскольку ни в коем случае не ассоциирую этот термин, который классически ассоциируется с религиозностью, но для меня это понятие не имеет религиозной коннотации. Секулярное созерцание. И этот термин я использую в противовес тому, что обычно связывают с гуманитарными науками, а именно называют их в понятиях, в терминах исследования. Я считаю, что исследование, research, это
неправильная и проблематичная аналогия с тем, что происходит в натуральных, в естественных науках. И то, что мы делаем в гуманитарных науках, это созерцание. Okay, I mean, three things. I mean, in the first place, very difficult to achieve, especially in our present-day environment, the capacity to concentrate and to exclusively concentrate for a time on an individual phenomenon. That may be a novel, that may be a genre, that may be an artwork, that may be a philosophical problem. But the capacity to explicitly and exclusively concentrate on one thing. Secondly, I think contemplation implies that you return to that phenomenon, that you regularly return to that phenomenon. It doesn't have to be every 15 days, but that you regularly return to this phenomenon. And it finally means that each time that you come back to the phenomenon, you do not solve a problem, but you make the view and the perception and the experience of that phenomenon more complex. So this is where it kind of dovetails with what I was saying at the beginning about riskful thinking. Yeah? You could say that contemplation is the practice of riskful thinking. So contemplation would be exclusive concentration on a phenomenon, returning to that phenomenon that happens to, I think, the best humanists throughout their lives, and doing that in the spirit of complexification in the sense of infinite complexification. It is not that you will ever finish reading Plato and now say, now I know what I can get out of Plato. I mean, you will read him again and again and again, and it will each time become more complex, and by becoming more complex, it will each time be a clearer version of riskful thinking. Говоря об этом о созерцании, я говорю о трех процессах или трех составляющих. Первый касается трудности сосредоточиться на индивидуальном одном феномене. Пускай это будет литературный текст, жанр или философский трактат, существует трудность сконцентрировать внимание на одном явлении. Вторая часть процесса – это как раз-таки постоянное возвращение к этому феномену концентрации на какой-то одной вещи. И в процессе этого возвращения вы не решаете проблему, вы усложняете ее. И вот этот тройной процесс, именно последний этап усложнения изначальной проблемы, можно назвать практикой рискованного мышления. Постоянно возвращаясь, находясь в процессе бесконечного усложнения, вы никогда в жизни не прочитаете Платона раз и навсегда. Вы постоянно будете возвращаться к прочтению этого текста и находить что-то для себя новое. И в этом процессе постоянного усложнения и включается рискованное мышление и вот эта практика секулярного созерцания. Okay, the last concept is imagination. I mean, Tatjana was saying today whether it could also be the concept of Vorstellungskraft that Kant is using. It could be, and I will only take very little time to characterize it because I want to keep some time for discussion. So imagination would be the fourth concept. By imagination, I of course associate the capacity to think in images. And I quote an American philosopher, George Herbert Mead, from the 1920s and 1940s to characterize imagination. So Mead says, imagine an early Homo sapiens, sitting somewhere on a tree. And that early Homo sapiens perceives a noise. And that noise triggers an image in the mind of the early Homo sapiens, like it happens with us. If that image is the image of a larger animal that could threaten him, it will immediately trigger an innervation and a body movement. And the early Homo sapiens will escape, will run away. If that noise triggers the image of a weaker animal, or of something that the Homo sapiens would like to eat, it will also trigger an innervation and a body movement, and it will become an aggressive movement. What is different from us? Nothing is different from us. I think this is how, I mean, it doesn't always have to be about escaping or chasing,
But this is, think about erotic imagination, and it always gets triggered this way. The difference between us and the Homo sapiens is that we filter our imagination by concepts. And by filtering our imaginations by concepts, we enable ourselves to choose to not escape, to choose to not have a sexual behavior, and so forth and so forth. And I feel that under everyday conditions, under pragmatic conditions, we are always obliged to filter our imagination. And by filtering our imagination, also to take this distance from the body, this distance from our somatic life. Whereas I think under conditions of the ivory tower, we have the possibility to let go, to pursue imaginations. See, I think it is not good for humanities discussion if people are constantly saying, but this is not realistic. Yeah? I think precisely the strength of the humanities should be to allow for imagination, to allow for a productive use of imagination. For example, to imagine a possibility under which those crowds, those masses, those mystical bodies would not be fascist, would behave in a different way. I have no solution for that. But I think the only way to imagine something like this, the only way to achieve something like this, is with imagination. Четвертый концепт касается понятия воображения. И здесь была создана, возможно, дальнейшая дискуссия, я не буду к этому возвращаться. И поскольку я понимаю под воображением способность мыслить образами. И здесь я хотела процитировать американского исследователя МИДа, американского исследователя 40-х годов МИДа, который говорил об воображении следующим образом. Он предлагал представить ранних гомо сапиенс, которые сидят себе где-то на дереве, слышат звук, и этот звук запускает какой-то образ. И если этот звук относится к большому животному, то этот образ запустит определенное движение, интересное движение, а именно необходимость убежать. Если этот звук принадлежит какому-нибудь более маленькому животному, животное, которое мы едим, homo sapiens ели, то это запустит опять-таки определенное интересное движение и запустит агрессивный механизм поведения. Чем этот механизм отличается от нас? Да ничем. Собственно говоря, мы реагируем таким же образом. Но принципиальная разница заключается в том, что мы фильтруем восприятие, и мы фильтруем возникающие образы посредством концепций. И вот это существование концепций позволяет нам выбрать, не реагировать определенным образом на определенные триггеры. В повседневности это означает то, что мы обязаны фильтровать наше воображение, образы постоянно, и тем самым дистанцироваться от нашего тела. И именно поэтому существование вот этой башни слоновой кости абсолютно важно, поскольку это и является тем пространством, где мы можем снова позволить воображению взять верх, и нам нет необходимости его ограничивать вот этими концепциями. И в гуманитарных науках логика того, что это не реалистично, совершенно неуместна. И как раз-таки гуманитарные науки — это пространство, где должна быть возможность позволить воображению let go. И как раз-таки вот эта возможность воображения может быть одним из возможных вариантов ответа на вопрос, как вообразить толпы, которые отличаются от фашистских толп. Возможно, я не знаю ответа на этот вопрос. The only question, I was just giving an example, that this would be a question or a problem, a very important problem, where without imagination you cannot find a solution. Now, two final remarks for today. I mean, this is not final, but and these humanities don't exist yet. The president of my university, which, as you may know, and I'm proud to say, and you can discount me as a very good university, a world-class university. Our university has 22 active Nobel laureates. Can you imagine? 22 active, yeah. 56 in history and 22 active Nobel laureates. 2 more than Harvard. Anyway, he was asked by the Wall Street Journal, and this is very typical, as the enrollments in the humanities are going down,
and as he is a very famous computer scientist, he was the professor of the two Google founders, for example. His name is John Hennessy. And John Hennessy was asked by the Wall Street Journal if the enrollment in the humanities would go down to 0, would you keep the humanities? And of course, they were hoping that the answer is no, because the Wall Street Journal thinks that the humanities are nonsense. Yeah? And then John Hennessy said, surprisingly, I would absolutely keep it. And then the journalist was very surprised and asked Hennessy, but how come? I mean, if enrollment goes down. And then he said something, this was very simple, but I think there's a really deep wisdom in it. He said, because without the humanities, the university is not an intellectual place. Without the humanities, the university is not an intellectual place. And that would affect all the other disciplines. That would affect computer science and jurisprudence and medicine, and so forth and so forth. And while he didn't give a definition, I believe what he meant by the humanities make the university into an intellectual place was riskful thinking, ivory tower, contemplation, and imagination. And there may be others, I mean, it doesn't have to be 4, but you get my point, and I think you translate that, and then I will have a tiny more thing to say. Итак, возвращаясь к этому выражению, это один из примеров и важных проблем, поскольку в котором вопрос толпы, и возможно вообразить толпы, которые не фашистские толпы, и как раз воображение является тем феноменом, без которого, возможно, мы не можем найти решение. И теперь в конце я бы хотела буквально в 2 направлениях высказаться. И первое касается недавнего высказывания президента нашего университета, великолепного университета, где 22 активно действующих нобелевских лауреата, намного больше, чем в Гарварде. И, в общем, президент университета Джон его интервьюировал журналист из Wall Street Journal, а президент является очень известным исследователем в области компьютерных наук, он работал в Гугле. И, в общем, ему задают вопрос о том, если набор на программу по гуманитарным наукам упадет до 0, будете ли вы держать, продолжите ли вы, сохраните ли вы гуманитарные дисциплины в университете? И, разумеется, журналист ожидал ответа нет. И, к его изумлению, Джон ответил, что, конечно, да, в любом случае мы сохраним гуманитарные науки. Журналист совершенно удивленно интересовался, как и зачем, на что Хеннесси ответил, что без гуманитарных наук университет не сможет сохранить статус интеллектуального места. И это, в свою очередь, негативно повлияет на все дисциплины, биологию, медицину и компьютерные науки. И хотя Хеннесси сам не уточнил то, что он имеет в виду под гуманитарными науками, профессор Бум предполагает, что то, что он имел в виду, как раз-таки и включает в себя рискованное мышление, башню слоновой кости, созерцание и воображение. И последнее, очень маленькое замечание. Last remark. How can one realize that? I mean, how can one institutionally achieve that? In the first place, I want to say that the humanities, I don't know about Belarus, they normally complain because they get less money than engineering, less money than medicine, less money than the sciences. I think this is perfectly okay. The humanities, I mean, not salary-wise, I of course want a very high salary, but we don't need all this research money. Yeah? I mean, the humanities depend much less on the finances than other disciplines, much less on the finances than engineering, etc., etc. And that's a good thing, makes us more independent. Yeah? I mean, so, in the first place. In the second place, I imagine that in order to maintain this function, to make the universities into intellectual places, and of course to make people, students, capable of thinking outside the box, of developing complex worldviews, it is not necessarily pertinent and the best solution that we continue with each and every humanities discipline. Yeah? I mean, with Assyriology, with medieval Arabic, etc., etc. It doesn't have to exist at every university. I think, 2 departments of Assyriology or Egyptology per large country is enough. I mean, I love Egyptology and Assyriology, but one doesn't need that everywhere. So I think
an institutional solution that one should think about, and I have no clue whether this would be thinkable in Belarus, would be to say every university student, regardless of the discipline she is in medicine, in law, etc., is obliged to do 3 or 4 humanities courses during the time she's at the university. Whether this is on Jean-Paul Sartre, on Plato, or on Descartes, whether this is on art history or musical history, whether this is on literature or philosophical text, is ultimately not important. Because what you have to learn would be the practice of wistful thinking, the practice of contemplation, and the practice of imagination. And I thank Sasha above all for what I take was a brilliant translation, probably much better than my talk. And I want to thank you, and that's of course the majority, and forgive me for being so nervous. Of course, when you speak, you want people to stay. I thank you all for your patience, above all those who are standing, as if you were a crowd in a stadium. Как мы можем достигнуть вот этих 4 критериев существования, этих 4 критериев институционально? В первую очередь, гуманитарные науки постоянно жалуются, не знаю, сколько звучит в Беларуси, но в мире постоянно жалуются на недостаток финансирования. Я считаю, что это в порядке вещей, конечно, это не касается зарплаты, но в целом нам не нужно столько денег и столько ресурсов, как, например, инженерным наукам или более точным наукам. И это делает нас более независимыми от финансирования. Сама методика работы гуманитарных наук. И с другой стороны, что касается возможности, необходимости сделать университет интеллектуальным местом, а именно научить студентов мыслить креативно, мыслить вне коробки, является таким кодом, который предложил необходимое существование гуманитарных наук, но не всех сразу и в одном университете. Например, в 2 департаментах египтологии на всю страну более чем достаточно. Нет необходимости держать все эти департаменты, все инстанции гуманитарных наук в одном университете. И, наконец, институционально, потому что очень важно, я не знаю, возможно ли это применить в Беларуси, это то, что каждый студент, независимо от своей специальности, каждый студент медицины, биологии, компьютерных наук был обязан пройти 3 или 4 курса по гуманитарным дисциплинам. Что это будет? Изучение Платона, Сартра, Декарта, истории искусств, философии, литературы не принципиально. То, что принципиально, это что посредством включения в образование в рамках гуманитарных наук студенты научатся практике рискованного мышления, созидания и воображения. И на этом я бы хотела поблагодарить всех вас, в том числе людей, которые стоят сзади. И простите, если я был немного был нервозен, но когда ты говоришь, и люди уходят, это, конечно, немножко сказывается на общем состоянии. Большое-большое вам всем спасибо. I mean, in the first place, I don't think that it's a general question. I mean, there are lots of people who live happily with technology. And why would one talk them out of technology? I mean, I'm also an inhabitant of Silicon Valley. But the question is, for example, whether one constantly needs to participate in all these innovations. Yeah? I did not choose to not have a cell phone for ethical reasons. You know, when this all came, and I'm not very practical with my fingers, I thought, maybe I can survive without that. And I hate to be on the phone anyway. And what I need in my profession, what you need as a human, is are long stretches of time where you can concentrate, contemplate, and write. Yeah, and I'm a very addictive person, I'm a smoker and everything. If I had this cell phone in my pocket
I would always be on the cell phone. So lo and behold, you see, I'm alive. It is possible to live without that. So I'm not preaching a general, you know, we all abandon electronic technology. That was my point. That is impossible. Because I believe that technology, to use a dramatic word, is to a large extent fate. I mean, this electronic technology is around and we cannot switch it off generally. Yeah? But you can make a decision that you don't need it as much as you do. You can make a decision to handwrite manuscripts. You can make a decision to write postcards. We're talking about postcards today. And so forth and so forth. You can make a decision to reduce electronic technology in the education of your children, which normally doesn't function. But individually, I think one can make such a decision. So I didn't want to preach, oh, electronic technology is evil. I just wanted to say maybe because it exists and it has such a dispersing power. Yeah? It has this power that at the end of the day, every day we ask us, we have done 1,000 things and none of them was satisfying. Yeah? We have spent a lot of time, but you don't know where the time goes. We constantly invest time in order to save time, and then we have no time left. And if you don't like that kind of life, then try to be a little bit distant. And in this context, I believe that contemplation has a much higher value than it perhaps has ever had. Yeah? I mean, I'm saying contemplation, I'm using this old-fashioned word because I'm thinking without any theological and religious implication that ours is an environment for complication. I mean, if somebody else had spoken, for example, that's a good situation. You come here, you listen for 2 hours to something very, very complex. Nobody's paying you for it. It doesn't promote you in any way. You just are here to concentrate. And I think these moments where we achieve to concentrate, to contemplate jointly, they are also existentially beautiful moments. So it's not always the function, but it is this absence from something that's terribly addictive. Во-первых, этот вопрос, конечно, не ультра общий, поскольку существуют люди, которые вполне счастливо существуют, и не думая о том, что им нужно как-то выбирать и дистанцироваться от технологий, потому что люди берут телефоновое дарение. Следующий вопрос заключается в том, нужно ли нам постоянно участвовать в технологических инновациях. Возьмите, например, меня. Мое решение не пользоваться телефоном, оно не столько этическое. Во-первых, мне неудобно это делать, во-вторых, я просто не люблю разговаривать по телефону, и как академик я должен постоянно концентрироваться на текстах, созерцать и производить тексты. Я здесь не морализирую по поводу того, что нам нужно всем отказаться от технологий в принципе. Нет, но каждый способен индивидуально принять решение, насколько и в какой степени включаться в технологии. Вы можете написать манускрипты другие, послать открытки. Это индивидуальное решение до того, насколько вы включаетесь в эти технологии. Или, например, вы можете решить уменьшить значение технологий в образовании ваших детей. И это как раз момент, и в этой связи возникает вопрос о том, почему, собственно говоря, возникает эта необходимость дистанцироваться от технологий. Они имеют над нами власть, которая всем вам наверняка знакома. Мы проводим за этими технологиями кучу времени. Казалось бы, делаем тысячу вещей, но совершенно не удовлетворены результатом. Мы постоянно тратим время на то, чтобы сохранить время. И если это случай, а это как раз таки является нашим случаем, то, возможно, нам стоит пытаться немножко дистанцироваться. И в этой дистанции возникает возможность для созерцания. И хотя я использую это очень старое слово, именно сегодня время, когда созерцание обладает наибольшей ценностью. Например, сегодня вы пришли сюда, на лекцию вам никто не заплатил, вы провели время в сосредоточении, в созерцании. И то, что мы достигли сегодня, не имеет какой-то функции, но при этом обладает красивым экзистенциальным эффектом. И в таких эффектах и заключается отчасти смысл созерцания.
I don't know. I mean, I get your point. I think the situation has changed and should change. I'll give you an example. I mean, the main department, at Stanford is a department of comparative literature. Right? And I mean, de facto comparative literature until 25 years ago in the Western world were literatures based on European languages. Absolutely. I mean, it was a little bit German, a little bit French, a little bit Russian, and so forth and so forth. I mean, I do think that, I don't know about here, but in Central Europe, and I will claim even more so in North America, it has dramatically changed and expanded. I mean, we now have at Stanford a large institute for Middle Eastern studies, I mean all Arabic countries. We have, and I'm very proud of that, it's a very wealthy university. We have a new position, a new chair, a new professorship for medieval Persian poetry. I absolutely like that. I mean, this is the great poetry that Goethe liked so much. Yeah? We have a new chair for medieval Arabic, and so forth and so forth. I think, given this enormous expansion, it is no longer possible, this was the dream, you know, of 50 or 100 years ago, that one department or one university does it all. But I'm completely with you that we should try, you know, in literature, in what people call cultural studies, I don't like that name so much, we should try to fully cover that, and not only in the country. Yeah? I mean, medieval Persian poetry is above all not practiced in Iran, because it's not Islamic. Yeah? So, I mean, and Belarusian literature should not only be cultivated in Minsk, on Belarusia, but it should be cultivated in other countries. It is not necessary, I think, that it's practiced all over the world, but it should have replicas. So we should care about that. We should care about this expansion without forgetting European literatures, American literatures, and so forth and so forth. So I would argue, however, by an inner academic logic. Why should we do that? I would intentionally and paradoxically not argue for political reasons. I would argue because that helps us to make the world more complex. Yeah? I mean, medieval Persian poetry is mainly homoerotic poetry. That is, for example, interesting. And as a completely different view, it combines drinking wine with homoerotic experience. Yeah? So this all of a sudden helps us to think outside the box, and in that sense it's important. And not so much because we will fight the Iranian government, which would always be superior in a fight with us because they have nuclear weapons and we don't. Я считаю, что ситуация действительно изменилась. Например, на основном главном департаменте Стэнфордского университета сравнительной литературы на Западе очень долгое время подобная традиция базировалась исключительно на европейских литературах и европейских языках. Но, например, сегодня, и я не знаю, сколько это случай для Беларуси, но для Центральной Европы и для Северной Америки ситуация действительно изменилась и произошла экспансия. На сегодняшний день, например, в Стэнфорде есть департамент средневосточных исследований, и у нас есть место профессора для средневековой персидской поэзии, той самой поэзии, которую очень любил Гёте, и это удивительно, что у нас есть подобная традиция. И имея в виду вот эту экспансию, и, конечно, можно сказать о том, что не каждый университет, не каждый департамент должен иметь все это, все эти разнообразные вариации гуманитарных наук. Но я согласен, что везде, так или иначе, должны быть представлены литературные исследования, культурные исследования, хотя я не очень люблю говорить о таких терминах, должны покрывать все инстанции гуманитарных наук. Например, белорусская литература должна изучаться не только в Минске и в других университетах, пускай не везде, но она должна быть представлена и иметь какую-то свою реплику в европейских заведениях. Почему так должно происходить? Парадоксальным образом, я считаю, что такой интерес, такая экспансия должна базироваться не на политическом интересе, а на гуманитарном интересе делать мир более сложным.
Опять-таки, в случае вот этой средневековой персидской поэзии, эта поэзия невероятно гомоэротична, и это понимание позволяет усложнить нам картину мира. И нам необходимо это не для того, чтобы мы могли завоевать Персию или как-то помыслить новые отношения с этим регионом. Нет, нам необходимо это знание для того, чтобы усложнить картину мира. Yeah, I start by saying, above all, not scientists. Yeah? I mean, I think this ambition of the Geisteswissenschaften, les sciences humaines, to be scientific has done a lot of damage, and it has kind of dried out many brains. Now, I'm not using Dilthey's distinction. I was talking about Dilthey, I mean, in this kind of historical preliminary part, and I was talking about, I mean, in the title of my talk, and about the Geisteswissenschaften. I should have made that clear, you're right, as a legacy. Yeah? This is something we have inherited. This is an institutional reality and a historical reality. What I try to present to you as a proposal to think about jointly, not so much as a program, because I'm not in a position to impose that anywhere as a program. What I've tried to suggest could be better characterized, and I should have done that more, you're perfectly right, as an intellectual style, maybe even an existential style, maybe even a lifestyle. And I would not exclude that this could become and be a lifestyle that is relatively independent of the object it deals with. Yeah? I mean, I've said, okay, Plato and Descartes and literature, and I mean, it seems to be evident to me that these four components I was talking about, and I'm not saying these four concepts, again, it's also not canonically four concepts, could be completely useful for somebody working in the classical sciences, working in jurisprudence, working in medicine, etc., etc. Yeah? So, first of all, thanks for this very good provocation. And secondly, I was saying, this is about not just assuring the continuity of the humanities. Yeah, that's always bad if you just want it to continue by any conditions. This is to imagine something different using positive experience from the history of the humanities. But it could actually be, I'm thinking now, an intellectual style that is not exclusively applied to those phenomena, to those objects that we have traditionally associated with the humanities. And I think oh, sorry. Амбиция гуманитарных наук, возвращаясь к моему начальному тезису, амбиция гуманитарных наук, когда она была основана, действительно сделала, то есть амбиция гуманитарных наук быть научными. И вот это опирание на натуральные, на естественные науки очень сильно навредило гуманитарным наукам. И я в коем случае не ссылался на определение Дилтея. Я говорила о нем как о историческом примере и, собственно говоря, о том наследии, которое у нас сегодня есть в гуманитарных науках. То, что я пытался сказать, и я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне в этом высказывании, лучше всего характеризуется как понятие определенного интеллектуального стиля, экзистенциального стиля или жизненного стиля. И этот стиль, жизненный стиль, может стать абсолютно независимым от объекта, с которым он работает. Можно совершенно не говорить о Платоне, Дерриде или ком угодно. Для меня совершенно очевидно, что все 4 компонента, о которых я говорил сегодня, могут быть полезными и в юриспруденции, в медицине, и в науках, совершенно не связанных с гуманитаристикой. Я благодарю вас за эту интересную и позитивную провокацию, но и я бы хотела еще раз подчеркнуть, что я не говорил сегодня о необходимости продолжать традицию гуманитарных наук. Напротив, я пытался представить себе нечто иное, какую-то другую возможность гуманитарных наук, просто исходя из опыта, который гуманитарные науки уже имела как дисциплина. И хотя сейчас я думаю о том, что, возможно, интеллектуальный стиль
который опирается на какие-то другие основания, нежели гуманитаристика. See, I think that the humanities as an institution, like any other institutions are by definition historical. It will anyway disappear one day, yeah? And it may undergo transformations that are so dramatic that it will become a definition whether you call the new thing, I mean like something like I was trying to imagine in the answer to you, whether you still want to call that humanities or not. I would distinguish in that sense the humanities as an institution from philosophy as a practice. I mean, I would make a distinction between philosophy as an academic discipline and as an academic institution and philosophy as a certain type of human practice that has been strongly existing, you know, think of Plato's, well, Plato wasn't an academy, but if Socrates was a historical reality, which we do not quite know, but we could imagine it, yeah? That was philosophy not outside the box, but outside the institution. And I do think, and we all know it, that philosophy every day in every culture takes place in a very forceful and very strong and very productive way outside any institutional framework, oftentimes without people knowing that what they're doing could be described as philosophy. So that will not disappear, I would say. I mean, I'm not Godfather to know that exactly, but it's hard to imagine for me a society where that would not exist. And sometimes, and that's the last sentence, I think, it was perhaps stronger in absence of an academic institution that called itself philosophy.